Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года для близнецов. Рассмотрим сферу отношений, работы, финансов на колоде Таро и на колоде Цыганский оракул. Посмотрим совет на неделю. Итак, первая карта из колоды Таро. Основные события недели, основные энергии недели. Для близнецов выпадает карта Король Пентаклей. Теперь две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу для тех, кто уже имеет работу, для тех, кто ищет работу, для тех, у кого свое дело. Финансы на эту неделю. Итак, первая карта. Основные энергии недели, основные события. Король Пентаклей. Карта денежная, карта стабильная, когда действительно осуществляются самые какие-то важные для нас желания, могут приходить в нашу жизнь какие-то ценные вещи, деньги, да, могут решаться какие-то важные вопросы, связанные с недвижимостью, с нашим социальным статусом, каким-то стабильным положением, вопросами безопасности. Очень возможно, у близнецов на этой неделе поднимется самооценка. Если, допустим, для вас этот вопрос был важен, то вот есть действительно возможность что-то такое сделать в своей жизни, что вы начнете себя уважать, вы будете чувствовать свою значимость, способность управлять своей жизнью и так далее. То есть карта очень хорошая, стабильная, когда мы действительно довольны всем, что происходит в нашей жизни. Мы уже это создали, мы уже раньше вложились, и теперь вот результаты нас радуют. А также здесь могут приходить люди, которые могут оказывать нам покровительство, помощь, могут быть какие-то особые такие высокие достижения в карьере. Также карта говорит о том, что, может быть, мы будем слишком большое значение придавать деньгам и каким-то материальным вещам. То есть если вот в эту сторону у нас уходят как бы мысли, да, наши чувства как-то больше цепляются за деньги, да, вот тогда нужно остановиться, да, нужно подумать, что есть в жизни действительно важного, ценного, там, любовь, отношения, какие-то близкие люди, в общем, все, что как бы более таким духовным ценностям относится. Давайте посмотрим, что будет у близнецов на этой неделе в отношениях. Для тех, кто в паре, выпадает семерка кубков. Карта говорит о том, что будет очень много соблазнов. Скорее всего, будет хотеться как-то расслабиться, как-то поддаться своим чувствам, эмоциям, желаниям, может быть, не всегда правильным, да. И вот эта неделя, она будет прям очень как бы искушать нас, да, то есть будет очень много возможностей, будет очень много выбора, и вот от того, какой выбор мы сделаем, будут зависеть наши партнерские отношения. То есть контроль тут чувств обязателен, потому что кубки связаны с чувствами, с настроением, с желаниями, да, и поэтому, конечно, вот их нужно контролировать. Каким образом контролировать? То, что принесет благо в будущем нам и окружающим, нашим близким, да, вот это правильно. То, что навредит, даже если сейчас это приятно, то, что навредит в будущем, от этого нужно отказываться. Такой вот довольно-таки сложный выбор предстоит близнецам именно в отношениях на этой неделе. Кроме того, эта карта еще и исполнение желаний. Да? Если мы действительно к чему-то шли, чего-то добивались очень важного, и оно уже у нас заведомо принесет благо нам и нашим близким, вот это желание может сбыться на этой неделе. То есть есть такая возможность. Ну и вообще, конечно, карта связана больше с чувствами, с настроением, да, вот именно здесь будут происходить самые основные события. Для тех, кто ищет партнера, выпадает королева жезлов. Карта говорит о том, что нужно показать себя, нужно проявлять себя, может быть, где-то даже как бы играть роль, да, если, допустим, не получается, ну, как бы нет желания, может быть, как-то демонстрировать себя, да, показывать свои самые лучшие качества. Может быть, нужно даже
как бы себя, ну, как бы заставить роль такую играть, да, потому что это вот очень полезно на этой неделе. Вы таким образом почувствуете свою силу, свою значимость, вы действительно почувствуете на себе взгляды, интерес других людей, и это поднимет вашу самооценку, возможности даст какие-то новые, да, и как раз то, что нужно для того, чтобы встретить подходящего партнера. Но также эта карта предупреждает, что есть возможность встречи, но вы можете как-то стараться контролировать этого человека, да, либо вот как-то вмешиваться в его жизнь, в общем, как-то нарушать границы. Вот против этого карта предупреждает, конечно. Вообще здесь у нас женщина сидит, да, то есть она особо не бегает, не ищет нигде своих партнеров будущих, да, то есть, может быть, вот прямо на работе можете познакомиться во время каких-то там заседаний, какой-то обычной работы, может быть, да, вот, и либо какие-то, может быть, там мастер-классы или еще что-то такое, какое-то обучение может быть, да, и вот там тоже может встреча произойти. То есть это как-то не специально происходит. Самое главное, что требуется от нас, это держать себя в форме, держать ровно спину, голову там приподнятой, да, то есть чувствовать себе, то есть понимать себе цену и как бы вот транслировать это в окружающий мир. Тогда все будет правильно, нужные люди притянутся. Давайте теперь посмотрим, что будет в работе для тех, кто уже работает, для тех, кто ищет работу, и для тех, у кого свое дело. Здесь шестерка жезлов выпадает для тех, у кого есть работа, который работает по найму. Карта очень хорошая. Она говорит о том, что вы вместе с теми людьми, которые с вами работают, с вашим коллективом или теми людьми, которые вам помогают в чем-то, достигаете, наконец, результата, к которому так долго стремились. Карта действительно очень хорошая, когда мы вот от души радуемся тому, что сделали. То есть мы действительно молодцы, мы действительно проявили максимум своих профессиональных каких-то способностей, качеств, опыта. Здесь мы действительно как хорошие профессионалы. Нас уважают, в нас видят человека, к которому стоит обращаться за помощью, да, за оказанием услуги. В общем, здесь вот действительно все самое замечательное. Завершение проекта также может быть, любые победы, если, допустим, были какие-то проблемы, связанные со взаимоотношениями в коллективе, тоже есть возможность решить, если не будете воевать, да, если признаете как бы вклад общий в ваше дело, да, может быть, поблагодарите кого-то из тех людей, которые с вами рядом вот трудились. Также карта связана с хорошим самочувствием, здоровьем, то есть будут силы на то, чтобы работать, действовать. Вот эта карта также говорит о том, что вы недавно решились на какое-то важное мероприятие, какой-то важный шаг, рискнули, да, и вот сейчас получаете результаты, и вы действительно имеете право гордиться собой, потому что, скорее всего, эта победа вам далась нелегко. Ну, хорошая неделя, хорошие перспективы в будущем. Вообще продвижение такое, прям быстрое, хорошее продвижение. Для тех, кто ищет работу, рыцарь кубков. Предложение, которое вас порадует. Возможно, это будет как сообщение, либо через интернет придет информация. Может быть, это по дороге как-то вы можете получить, ну, допустим, ищете работу, да, может быть, приглашены куда-то на собеседование, и вот по дороге можете получить еще какое-то дополнительное приглашение. Карта говорит о том, что вы действительно на коне, то есть есть возможность у вас проявить себя, есть возможность получить работу, которая нравится. Рыцарь кубков, он связан также с домом, да, то есть может быть работа на дому, работа удаленная. Может быть, здесь вот как реализация своего хобби, когда мы его, ну, как работу используем, да, получаем за это деньги. То есть очень хорошие возможности для того, чтобы и свое тоже дело начать. Для тех, кто имеет свое дело, восьмерка кубков говорит о том, что нужно срочно менять направление вашей деятельности, пришло время. Либо поведение менять,
либо настроение, с которым вы относитесь к работе. В общем, здесь действительно какие-то очень важные перемены. Может быть, вы не проявляете какие-то свои способности, которые в вас заложены, таланты. Какую-то часть проявили, да, но осталось еще достаточно для того, чтобы вы могли там расти, развиваться. Карта восьмерка. Вот такие сильные энергии действуют, когда мы действительно можем свою жизнь трансформировать. Луна полная. Нам становится ясно, куда идти, в какую сторону расти, где развиваться. И это придает решимости действительно сменить направление. Но в принципе, несмотря на то, что мы здесь оставляем как бы много, да, из того, что нам как бы дорого, мы и дальше можем, в принципе, как бы еще более счастливы быть вот в своей деятельности. Потому что восьмерка кубков, она открывает новые горизонты успеха. Здесь действительно тот опыт, который мы заработали, это только кажется, что мы его оставляем, мы его все равно несем с собой, да, и начиная новую деятельность, мы все равно опираемся на то, что у нас уже достигнуто. Вообще восьмерка – это карта денежная, да, допустим, не могли никак получить кредит на развитие бизнеса, получите. Либо наоборот, не могли расплатиться, можете расплатиться и дальше уже можете идти в своем деле реализовываться. Новый проект, какой-то большой проект закончили, уже не хотите в этой сфере как бы действовать, хотите что-то новое, то, что вы еще никогда не пробовали. Новые дела, новые партнеры, новые возможности, новое совершенно направление, может быть связанное даже с какими-то государственными проектами или с большими деньгами, займами или еще что-то такое, да, здесь у вас может вполне реализоваться. Давайте теперь посмотрим финансы. Финансы для близнецов. Отличная карта для финансов – это как раз то, что нужно. Могут быть большие деньги приходить. Может быть, даже это не ваши деньги, да, может быть, ваших партнеров. Либо могут быть такие предложения от людей, вот, допустим, для тех, у кого свое дело, да, могут приходить какие-то партнеры, которые могут как бы хорошо вложиться в бизнес, да. Самое главное, что вы на этой неделе можете достичь в финансах какого-то максимума. Действительно, какое-то высокое прям достижение может быть. Но самое главное, не ставить деньги выше всего, не зависеть от них. Ну и, конечно же, если в этом участвуете не только вы, но и другие люди, нужно стараться не попадать в зависимость от этих людей вот из-за денег. То есть здесь вот, конечно, очень важно, вот это как отрицательный момент. Но с другой стороны, вот если, допустим, решаются какие-то важные вопросы, связанные с большими суммами денег, здесь вот очень хорошая неделя для тех, кому это важно. Для тех, кого не так деньги волнуют, как бы состояние финансов, да, вот важно не попадать в зависимость от денег, от других людей. Ой. Посмотрим, какой совет дают карты из цыганского оракула близнецам на эту неделю. Выпадает карта свадьба. Ну, может и прямое значение быть, если, допустим, у вас отношения, которые уже действительно готовы перейти на уровень, вы готовы их перевести на новый уровень, да, вполне возможно, кто-то сделает предложение, у кого-то уже будет свадьба. А для тех, кто просто вот в отношениях еще не состоит, но ищет своего партнера, есть возможность вот знакомства через кого-то, да, вот в принципе у нас здесь вот тоже может быть человек, который может познакомить, да, который инициативу проявит. Также карта говорит о том, что, ну, как совет, что нужно пользоваться посредничеством. Может быть, какие-то важные деловые вопросы, в которых нужно быть очень точными, да, ничего не упустить, не пропустить, потому что это имеет большое влияние на будущее. А в денежных делах, возможно, да, вот работа, в отношениях, посмотрите, да, здесь вот есть возможность совершить ошибку. Карта говорит о том, что люди, которые могут вам помочь, специалисты или просто люди, которых вы уважаете, доверяете, они помогут вам поступить правильно, безошибочно. То есть вы как бы разделяете свою ответственность, да, и чувствуете ответственность перед другим человеком для того, чтобы правильно поступить, и не совершаете ошибки. Карта, связанная с какими-то высокими достижениями, переменами в статусе.
к положению общества, в обществе, либо, может быть, в карьере или в отношениях, да, здесь вот все может быть. Свадьба – это вообще всегда перемена. То есть мы отказываемся от чего-то добровольно, да, от свободы, от какой-то, от своей, от прежней жизни и начинаем новую жизнь. То есть это может вот такой метафорический смысл иметь. Ну и, конечно, должен быть всегда ориентир, что-то такое, что нас ведет, позволяет совершать правильные поступки, может быть, даже люди, да, на которых мы ориентируемся, на которых хотим быть похожи. Друзья, желаю прекрасной недели, чтобы все как можно лучше у вас проходило в вашей жизни. Действительно, неделя очень важная, решающая. Будьте внимательны для того, чтобы вот именно самое лучшее будущее заложить и не совершить лишних каких-то ошибок. Друзья, желаю вам всего доброго, до новых встреч.